В Якутии проводится уже не первый раз международный географический диктант. Сегодня он проходит на двух площадках. В историческом парке «Россия. Моя история» и в одном из знаменитых мест столицы Якутии «Царство вечной мерзлоты». Географический диктант для меня – это прежде всего закрепление своих новых возможностей по познанию мира. А вот площадка, которая сегодня выбрана, она вас не шокирует, не интригует или как далее? Но эта площадка вообще, я считаю, что эта площадка – это самая крутая площадка будет в стране, потому что только у нас, когда на улице минус 30, можно написать диктант в «Царстве вечной мерзлоты», где минус 10. Ольга Валерьевна Балапкина, инициатор идеи, поддержала и сама высказала, давайте здесь проведем. Я думаю, что сегодня Русское географическое общество, в принципе, основываясь на тех традициях, которые были раньше здесь, в Русском географическом обществе, в Российском географическом обществе, они, наверное, сегодня одна из таких инициативных общественных организаций, которая умеет проводить такие проекты, которые взбудораживают всех. Сейчас мы узнаем, что происходит в историческом парке «Россия. Моя история». Всем здравствуйте! В музейном комплексе «Моя история» проходит ежегодный географический диктант. Это просветительская акция от Русского географического общества. В географическом диктанте я участвую уже 5-й раз. Мы во время университета также участвовали. И здесь, в Якутске, когда уже по истечению времени, когда уже стали взрослыми, захотелось также участвовать. Спасибо за возможность быть модератором сегодняшнего диктанта, потому что это большая честь и отрадно то, что, несмотря на воскресный день, несмотря на минус 30 градусов, здесь сегодня собралась полная аудитория, и все мы хотели сегодня что-то новое узнать и заодно проверить себя. Достаточно много информации я впервые увидела, услышала, так что мне понравилась вообще очень хорошая информация. Я просто сдавала также географию, ЕГЭ, и таких вопросов не было, к сожалению. А вот это бы лучше бы сделали. Все супер. Спасибо. Впервые участвовали, да? Да. И какие впечатления остались? Положительные. Только я еще узнала о том, что я очень многого не знаю о России. Очень много нового узнал. Очень интересный проект. Мне все понравилось. Удивлен даже, потому что до этого я игнорировал, так сказать, в кавычках. Впервые сегодня
подошел и поучаствовал в диктанте, и мне очень понравилось, потому что вопросы задают, оказывается, очень интересные, известные люди нашей страны, и формат очень такой понятный, не спеша, дается, оказывается, 30 секунд, и вопросы такие тоже очень интересные. Я думал, что как-то очень по-старому я думал, что всех, значит, посадят, дадут какие-то вопросы, и самому надо читать, отвечать, а тут очень легко. Вопросы задают артисты, там известные люди, и просто вот выбираешь ответ, ничего сложного. Поэтому всем рекомендую в следующем году участвовать в данном мероприятии. Международная акция «Географический диктант» проводится 9-й раз. И он действительно очень масштабный. Диктант проводится на всех континентах, включая Антарктику, где живет, на всех континентах, где живет человек. И по России где-то около свыше 10 тысяч площадок организовано. В последние годы Русское географическое общество регистрирует площадки в таких уникальных местах, где можно проводить такие мероприятия для того, чтобы привлечь внимание к тому или иному вопросу, красивым местам, знаменательным событиям. Допустим, некоторые уникальные площадки зарегистрированы на ледоколе, некоторые там на каких-то заповедниках. А мы в этом году предложили Русскому географическому обществу в Москве провести вот такую уникальную площадку, зарегистрировать уникальную площадку для того, чтобы провести географический диктант в царстве вечной мерзлоты в нашем туристическом комплексе. Вечная мерзлота – это визитка нашей республики. Мы знаем, что вечная мерзлота очень сложный комплекс, который зависит и от климатических условий, и от географических, и очень многих вещей. И мы хотим эти акции привлечь внимание к глобальным климатическим изменениям. Есть надежда на то, что следующий диктант будет на Ленских столбах? Конечно, у нас очень много площадок в нашей необъятной республике. Везде можно вот такие уникальные площадки делать. Вот вы сказали про Ленские столбы, Тукуланы, где еще у нас там можно это провести, Батагайская впадина. Ну, очень много. Давайте предлагайте. Мы всегда открыты для сотрудничества и рассмотрим любые варианты. А в царстве вечной мерзлоты при минусовой температуре пишется географический диктант. Какая сложность состоит в проведении здесь географического диктанта? Ну, сложность в том, что, во-первых, сюда надо еще получить разрешение войти. Раз, это все-таки туристический объект, бизнес-структура. А вообще, конечно, понятно, что температура от минус 5 до 10, там можно посмотреть в термометре, сколько сейчас реально показывает. Ну и возможно, что ручки должны быть теплее и писаться уже в этот момент. Но мы взяли, в всяком случае, и карандаши, потому что если что, там любой знак подходит, и в случае чего мы можем и такое сделать. Но я думаю, больше сложностей, кроме такого здоровья и хорошо одеться, больше нету. Вообще географическое общество, оно поставило одну из задач – это способствовать развитию туризма в нашей стране. То есть география и туризм – это тесно связанные вещи. Даже есть некоторые направления, связанные с рекреационной географией, это туризм, в принципе, по сути. Так что я думаю, что наше царство вечной мерзлоты тоже одно из таких хороших фишек, которые надо развивать у нас в Якутии. География способствует интересам Республики Саха-Якутия.
конечно, царство вечной мерзлоты, поэтому одеваться надо было тепло. Не так, конечно, холодно, как ожидалось, но все-таки холодновато. Вам, как молодежи, это интересно? Ну, это очень интересный опыт, наверное, будет в будущем, поэтому я поддерживаю это. Географический диктант – это здорово! Сегодня, наверное, после просмотра новостей многие в Российской Федерации и в мире вообще удивятся. Наверное, больше удивления будет не о том, что в космосе проходит диктант, а в том, что мы в полях, точнее, вечной мерзлоты проводим диктант при минусовой температуре. Это, наверное, пропаганда туризма, это пропаганда культурного кода, исторического кода и вообще о достопримечательности Якутии. Вечная мерзлота, зима. И, знаете, у всех в Российской Федерации идет ассоциация Якутии сначала с холодом. Это холод, это зима начинается с Якутии. Наш событийный фестиваль, в котором входят и зажжение елки, старт новогодних мероприятий. Это гастрономия, это готовка еды в отрицательных температурах. Поэтому для нас это очень важное мероприятие. И можно считать, что диктант – правная точка именно фестиваля. Фестиваль у нас открывается 27 ноября по 3 декабря включительно. В него входят более 33 мероприятий, которые будут проходить абсолютно по разным направлениям. Это и показ моды, это бриллиантовый бал, это зажжение елки, это конкурс строганины, это заплыв моржей и многие-многие другие мероприятия. Но, конечно, самая основа – это вкусное мероприятие, вкус Якутии, которое будет проходить во все это время в разных общепитах, в ресторанах и с подведением хороших вкусных итогов. В целом, мы ожидаем очень большой наплыв гостей. Перед этим у нас будет цифровой форум федеральный. И я думаю, что весь ноябрь-декабрь у нас в Якутии будет очень интересно, очень активно. Я пользуясь случаем, хотел бы пригласить, если уж не в этом году, то в следующем году людей с Центральной России, кто не смог посетить в этом году. Это очень хорошее мероприятие. Как минимум раз в году нужно посетить, точнее раз в жизни нужно как минимум побывать в Якутии, чтобы полностью впечатлиться и запомнить это на всю жизнь.